в этом очень нестабильном мире очень сложно выжить одному. И мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы наши союзнические отношения с Российской Федерацией укреплялись. Это вопросы обороноспособности. И, конечно же, в перспективе, в соответствии с нашими межгосударственными договоренностями, а в договоре от 24 ноября 2014 года как раз сказано о том, что Российская Федерация будет создавать условия для участия Абхазии в интеграционных процессах, реализуемых на территории бывшего Советского Союза при участии или по инициативе Российской Федерации. Конечно же, в перспективе участия в таком союзном договоре наряду с Белоруссией это было бы правильным направлением. Так я это понимаю, потому что союз независимых республик равноправных – это новая синергия, это возможность развития и этносов, проживающих в этих государствах, и более высокий уровень безопасности. Тех, кто желает развязать конфликты, развалить и Россию, и тех, кто желает обратно вернуть Абхазию в Грузию, таких сил пока достаточно. Вы помните очень хорошо, какие меры предпринимались в 2020 году по дестабилизации обстановки в Белоруссии. Слава Богу, власть сумела ситуацию удержать на контроле, но тем не менее такого рода попытки не будут оставаться, не будут такого рода попытки прекращаться, как это мне представляется. Об этом говорит вся история. Поэтому в перспективе участия в союзном государстве я рассматриваю как процесс, коренным образом обеспечивающий интерес развития нашего государства, нашего этноса. В плане военного сотрудничества с Российской Федерацией сделано очень многое, но предстоит сделать тоже очень много шагов. И мы этим занимаемся постоянно. Учения эти проходят с определенной периодичностью, по ранее утвержденным планам. Есть взаимодействие по военно-техническому сотрудничеству. Российская Федерация оказывает нам поддержку. Постоянно наши специалисты проходят повышение квалификации в специальных заведениях Российской Федерации. Поэтому этот вопрос, конечно же, является вопросом, который никогда не сходит с повестки дня. Вы, наверное, обратили внимание, в день нашего праздника к нам зашел малоракетный корабль. Мы поднялись на борт этого корабля. Очень современное судно с серьезными боевыми возможностями. Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Чемчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота Российской Федерации. Это все направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии. И такого рода взаимодействие будет продолжено, потому что это является обеспечением коренных интересов и Абхазии, и России. Безопасность превыше всего. Планы совместные с Российской Федерацией. В Российской Федерации было дано поручение, и сейчас процесс на стадии проектирования будет расширять возможности пункта пропуска на ПСОЛ. И мы соответствующим образом, наша абхазская сторона, это же совместное проектное решение, строительные работы, мы этого ждем, во-первых, и то, что будет зависеть от нашей стороны, мы обязательно все это сделаем. Потому что на самом деле пункт пропуска в летние месяцы работает в режиме, который не был предусмотрен проектными расчетами. Это первое. Второе, для того, чтобы создать наиболее комфортные условия для наших туристов, а мы заинтересованы в том, чтобы их количество возросло, мы запустили электропоезд «Ласточка». Поезд пришел в Гагару. В будущем году он к нам до Сухума будет приходить. В этом году на постоянной основе, уже так можно говорить, мы запустили круизный корабль «Князь Владимир». В планах есть, в советское время был такой маршрут летний,
Северный и южный приют, это граница с Карачаево-Черкесией. Молодые люди, ну или те, кто любит горы, в поход ходили и приходили на южный приют, там их забирали автобусами и привозили в Сухум. Это, во-первых, здоровый образ жизни, во-вторых, это сближает народы, это очень красиво. И мы думаем над тем, чтобы такие маршруты тоже запустить. Это тоже имеет отношение к отдыху, к такому специальному виду отдыха, как горный туризм. А тут есть над чем думать, и мы будем этим заниматься. У нас в тестовом режиме, значит, мы опробировали вертолетное сообщение, с Красной Поляны к нам прилетали, мы к этому готовы. Надеюсь, все это будет в ближайшее время носить постоянный характер.